Для начала представьте, как вас зовут? Ильдар. Ниязов? Ниязов Ильдар Тимурович. Ильдар Абы, скажите, пожалуйста, получается, я так понял, вы являетесь свидетелем этого пожара, да? Как Да. все происходило? Можете вспомнить эти события? Ну, в обед был, час дня. Пожар отцветала. Получается, пришел туда пожар? Да. Я звонил главе пожарным. А потом? Потом они за водой, за бочкой поехали. Пока клуб зацепили, объехали, уже потом где-то огонь взялся. А ветер был сильный. Как сейчас? Ну вот чем, как сейчас, там еще сильнее был. Кто на том кидал, короче, ветер. Понятно. Шикеры и газопалоны, и тут пошли, потом помогали еще. Получается, сами начали тушить своими пока силами? Конечно. Своими силами пытались. Слад. Сколько мы... Получается, Слад, вон они бегают там. Слад. Его Кель. первый дом его сгорел, вон оттуда. Вон. Второй дом его сгорел. И магазин сгорел, вот, сами видите. Получается, полдеревни сгорел, даже Конечно. больше. Больше. А все-таки смотрю, некоторые дома все-таки выжили. Там вот уцелел, там вон. Да, Это, да. Ну, остались мы. получается, пожар не затронул это. Ну, этот... Ну, ветер, Ну, ветер туда был. поменял уже направление. Ветер. Боковой уже был. Он туда А за какое время примерно все сгорело? Как быстро? быстро нагорел. А в течение скольки? Они пока клуб зацепили, да, и даже уже за дома, потом второй, третий. На место! Получается, за час все сгорело или как? Или быстрее? Честно, не горит. Она же еще под мухом все граница. Лому ковыряешь, вот где бревна дома. Она и там. Надо остановить? Ага. Я просто сейчас почувствовал, да, запах такой вот, даже здесь вот до сих пор, получается, это под землей тлеет это все. Да, и горит. Вы бы видели Вон пожарный шланг лежит там. ночью идешь, вот мы выходим, мы намаз читаем, да? Ночью выходим, идешь как по кладбищу. Вот эти все осколки, вот это все, ой, кучи, трубы стоящие. Идешь, и там тлеет еще вот так вот отголоски. А не боитесь, что, Хотя уже второй месяц проходит. а не боитесь, что опять по земле вылезет это и начнется? Бояться мы не боимся, потому что Покойников держали скотиной. Она часто- весь навоз все равно чернозем. это часто бывает. Чернозем, И- когда поджигает, все равно как торф, она И в те клеит. годы у нас почва торфяная. У нас и было такое, что вот, например, у всех же скотина, там начинают жечь отходы, оно под землю спускается и вот тлеет. Но зимой оно потом, когда снег пойдет, оно там засыпает и как-то вот это все успокаивается и прекращается. А так, в общем-то, каждый год такое бывает. Но то, что к нам пришел пожар, это вот пришло от Колосовского района, со стороны Колосовского района. И вот это состояние пожара было несколько лет угрожающее. Почему она объяснила? Мы ждали, что вот, не дай бог, мы в городе находимся, мы только боимся вот этих вещей. Как бы в деревне не пришел огонь, потому что угрожающее положение, вот это пожароопасное положение, каждый год у нас вот лет 7, да, Эльдар? Да. Лет 7 у нас вот. И сколько раз уже люди поднимались ночью, выходили вместе с головой и тушили вот здесь вот пожар. Неоднократно уже. А вообще раньше, вот, там, не знаю, в советское время до революции были ли пожары вот в этой деревне? Что? Раньше пожары были в этой деревне? В советское время до революции? Нет, таких вот пожаров у нас не было. До революции наши детей тут жили. Нет. Потом Такого веков в такого не было. советское время такого не было. Я 50 лет вот езжу сюда, и вот последний год